Добрый день, дорогие ребята! Я вижу, у вас все готово к уроку русского языка. Тогда улыбнемся друг другу и с хорошим настроением начнем урок. Пора за дело браться. Придется постараться. Чтобы грамотными стать, надо много правил знать. Проведем словарно-орфографическую работу. Какое же слово пополнит наш словарь? Отгадайте загадку. Я капелька лета на тоненькой ножке. Плетут для меня кузовки и лукошки. Кто любит меня, тот и рад поклониться. И имя дала мне родная землица. Что же это за слово? Это слово земляника. Что такое земляника? Земляника – это растение с белыми цветками, дающее душистые плоды розовато-красного цвета. Определите СУО. Слог, ударение, орфограмма. Выделите гласные, которые мы должны запомнить. Это гласное «е» и гласное «я». Составьте предложение с этим словом. Запишите его в тетрадь. Подчеркните главные члены предложения. С чем же сегодня мы познакомимся на уроке? Чтобы определить тему нашего урока, нам надо разгадать с вами ребусы анаграммы. У нас получились слова Вася, Вова, Витя, Наташа, Надя, Настя. Это слова имена собственные. Обратите внимание, все имена собственные пишутся с заглавной буквы. Догадались, о чем мы будем сегодня говорить на уроке? Правильно, тема нашего урока – заглавная буква в именах собственных. На уроке мы систематизируем знания о написании слов имен собственных. Аселя, Султан, Алтынайка, Эмир, Эркинай, даже Айка не знают, поверьте, друзья, как пишутся их имена. Вы, ребята, помогите, правила им расскажите. Заглавную букву называют еще большой и прописной. С заглавной буквы пишутся имена, отчества, фамилии людей. Например, Эрнст Акрамов. С заглавной буквы пишутся клички животных. Например, пес Дружок, кот Рыжик, попугай Кеша, кролик Пушок. Запомните, все клички до одной пишутся с буквы прописной. С заглавной буквы пишутся географические названия. Это названия стран, городов, деревень, сел, рек, морей, озер, гор, океанов, планет. Например, город Бишкек, горы Алатау, река Нарын. Буква обычная выросла вдруг.
выросла выше всех букв подруг. Буква расти не сама захотела, букве поручено важное дело. Ставится буква у строчки в начале, чтобы начало все замечали. Имя, фамилия пишется с нею, чтобы заметней им быть и виднее. Чтобы звучали громко и гордо имя твое, имя улицы, города. Буква большая совсем не пустяк, в букве большой уважение знак. Страничка истории. Каждая буква русского алфавита состоит из двух вариантов. Заглавная, большая, прописная, и строчная, малая. Древние славянские алфавиты состояли только из заглавных букв. Впервые две разновидности букв, прописные и строчные, ввел царь Петр I в 1710 году. В некоторых же алфавитах – арабском, грузинском, еврейском, корейском – буквы не разделяются на заглавную и строчную. Что такое фамилия? Ученые говорят так. Общее имя членов одной семьи. Оно передается от одного поколения другому. Фамилии появились более 400 лет тому назад. Человек по фамилии Иванов был сыном Ивана, Толубаев – сыном Толубая. Происходили фамилии и от названия места, где жил человек. Таких фамилий много – Москвин, Литвин, Нарынбеков. По фамилиям мы определяем занятия наших далеких предков, их ремесло. Например, Шапочников, Кузнецов, Джамансартов. Как вы думаете, по какому признаку образовались следующие фамилии? Гончаров, по ремеслу гончар. Бочкин, изготавливал бочки. Борисов, сын Бориса. Толстоногов, у человека были толстые ноги. Петров от имени Петр. Слезкин много плакал. Подберите правильно географические названия. Наша страна называется Кыргызстан. Столица нашей Родины – город Бишкек. Жемчужиной Кыргызстана называют озеро Иссык-Куль. Кыргызстан, Бишкек, Иссык-Куль – это географические названия. Не забывайте, пишутся они с заглавной буквы. А сейчас немного поиграем. Подсказка. Вместо многоточия поставьте имена девочек, которые спрятались в именах мальчиков. Мои друзья. На скамейке умный Толя, в шашки с ним играет Оля. На футбол спешит Валера, с ним идет сестренка Лера. Познакомьтесь, это Ваня. Рядом с ним соседка Аня. Всех смелей, конечно, Вася. Дружит с ним сластена Ася. Найдите сходные по звучанию слова и объясните,
какая между ними разница. Миша Морозов не боялся морозов. Это слова Морозов и Морозов. В первом случае будем писать слово Морозов с большой буквы М, потому что это слово обозначает фамилию. Во втором случае будем писать со строчной буквы М, потому что это слово обозначает явление природы. От значения слова зависит, какую букву следует писать первой, заглавную или строчную. Нашел Сережка золотую сережку. Слова, сходные по звучанию, это сережка и сережка. Но в первом случае у нас написано имя мальчика, поэтому мы будем писать это слово с большой буквы. Во втором случае слово «сережку» обозначает предмет. Мы будем записывать с маленькой строчной буквы. Определите, в каком случае мы будем писать заглавную букву, а в каком будем писать строчную букву в словах, сходных по звучанию, в следующем предложении. Девочка Роза поливала розу. Запишите это предложение в тетрадь. Подчеркните орфограмму заглавная буква в именах собственных. Послушайте текст. Объясните написание заглавной буквы в словах. Мы живем на планете Земля. На Земле два полюса – Северный полюс и Южный полюс. На нашей планете есть материки – Антарктида, Австралия, Африка, Евразия, Северная Америка, Южная Америка. Все это географические названия, а географические названия мы записываем с большой буквы. Молодцы, ребята, вы сделали правильный вывод. А теперь помогите Незнайке. Незнайка прошел на урок и написал слова. Но правильно ли написал Незнайка все эти слова? Прочитайте их внимательно. Антон, лошадь, токмок, мама, барсик, корова, Санкт-Петербург, улица Московская, река Нарын, село Новоплавловка, злой разбойник Бармалей, Сергей Андреевич, дети, писатель Пушкин Александр Сергеевич, Карабас-Барабас. Прочитайте неправильно написанные слова. Исправьте ошибки Незнайки. Незнайка благодарит вас за помощь и дает такое вам творческое задание. Составьте рассказ о своей семье, называя всех членов по именам и отчествам. Можно применять ласковые имена. Используйте знания, полученные сегодня на уроке. Урок наш окончен и выполнен план. Спасибо, ребята, огромное вам за то, что упорно, усердно трудились, и знания ваши нам всем пригодились. Оцените свою работу.
Нарисуйте на полях тот смайлик, который соответствует вашему настроению, который поможет оценить полученные знания. Спасибо за внимание. Вы молодцы. Вы все отлично потрудились. До скорых встреч, дорогие ребята!